Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном в этом выпуске. Новый способ придумали телефонные мошенники, используя портал предоставления государственных услуг. Какая якутская семья ничем покорила Михаила Мишустина на форуме «Успешная семья, успешная Россия». И вновь на высоте российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате в Таллине. Госуслуги разослали предупреждение об участившихся случаях мошенничества. Россиян призвали не сообщать никому код из СМС и дали советы по защите аккаунта. Так, телефонные мошенники начали звонить пользователям от имени сотрудников сервиса и просить продиктовать код из СМС для активации или привязки QR-кода к их страницам. В предупреждении подчеркивается, что сотрудники госуслуг никогда не запрашивают такую информацию. Кроме того, пользователям рекомендуют использовать дополнительные способы защиты данных, настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС. Ранее в Минцифры России рассказали, что служба поддержки сервиса разработала усиленную защиту аккаунтов. Теперь перед отправкой сообщения для смены пароля портал запросит код и дополнительные сведения. Это СНИЛ, СНН, серию и номер паспорта. Эту информацию собирает система, а не сотрудник. Также можно указать секретное слово, которое закрашивается перед вводом кода из СМС. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 374 новых случая коронавирусной инфекции. В столице республики из них 275 случаев. 21 человек заболел в Мегино-Кангаласском районе, по 18 в Алданском и Хангаласском. 13 случаев заражения выявили в Сунтарском районе, 8 в Нерюнгринском, 7 в Мирнинском, 6 человек заболели в Верхоянском районе. По 2 случая приходится на Алекминский и Татинский районы, по одному на Вилюйский, Кобяйский, Тампонский, Усть-Алданский районы. За сутки лаборатории республики провели 3904 исследования на коронавирусную инфекцию. В реанимационных отделениях больниц Якутии 54 пациента. В крайне тяжелом состоянии 5 больных. Оперативный штаб напоминает, победа над пандемией – это вакцинация. И призывает сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точки работы выездных бригад в популярных общественных местах. Тем временем первая партия закупленных экспресс-тестов для определения заболевания новой коронавирусной инфекцией в первую очередь будет доставлена в отдаленные населенные пункты. Об этом, отвечая на вопрос жителей северных районов, заявил Айсен Николаев накануне в ходе прямого эфира в социальных сетях. Кроме того, использование экспресс-тестов снизит нагрузку на ПЦР-лаборатории. По данным Минздрава Якутии, первая партия из 37 тысяч экспресс-тестов в настоящее время развозится по районам. Вторая партия поступила буквально на днях. Это еще 34 тысячи экспресс-тестов. Учитывая сложившуюся эпидобстановку, в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлены групповые занятия обучающихся организаций дополнительного образования в очном формате и переведены на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий с 17 января до особого распоряжения. Также приостановлено проведение всех массовых, развлекательных, общешкольных, спортивных, культурных и других мероприятий с участием детей педагогического состава. Образовательный же процесс в школах с понедельника 17 января продолжится в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований. И к другим темам. Программа обеспечения жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, в этом году будет продолжена. В этом году в бюджете республики на эти цели заложено 200 миллионов рублей, заявил Айсен Николаев и добавил, что темпы реализации программы его не устраивают. В очереди на жилье стоят порядка 1800 семей. Напомню, программа предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, на приобретение или строительство жилого помещения реализуется в Якутии с 2012 года. В послании Государственному собранию Нилтумена Айсен Николаев поручил правительству в течение 5 лет разработать дополнительные механизмы и решить вопрос по ликвидации очереди.
65 миллиардов рублей. Именно столько в этом году выделит правительство на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на форуме «Успешная семья, успешная Россия», который был организован торгово-промышленной палатой. Мероприятие объединило больше 3000 семейных предприятий из 85 регионов. В столицу приехала и внушительная якутская делегация, которую отметил и сам глава правительства страны. Какая якутская семья покорила Михаила Мишустина, узнаем в материале нашего спецкора в Москве Максима Кардозу. Живые козлы, варенье, техника. Чего только не привезли семейные предприниматели со всей страны на выставку форума «Успешная семья, успешная Россия». Мероприятие проводится уже в 4-й раз и, кажется, только набирает обороты. Якутская делегация в этом году внушительная – 30 человек, и каждый из них является частью семейного бизнеса. Вот и в швейно-производственной компании «Кере» на подмогу спешит молодое поколение. Наши дети подключаются к нашему семейному бизнесу именно с детства. То есть мы им рассказываем, показываем, они это все знают. И также вот сейчас они уже выросли. Она уже у нас учится на экономиста, не на дизайнера. Мы хотели, конечно же, на дизайнера. Девочка наша выросла, да? Но нет, такого нет. Но с экономической стороны мы ее тоже можем привлечь. Настоящим украшением форума является ювелирный павильон семьи Заболотских. Он буквально притягивает взгляды, и здесь есть на что посмотреть. Например, этот комплект называется «Тоюк о земле Олонхо», и он победитель самой главной в России ювелирной выставки «Джунвекс 2021». Не остался равнодушен к такой красоте и премьер-министр страны. Казалось, Михаила Мишустина во время обхода павильонов было не оторвать от блеска якутских витрин. Сестра. Сестра, да? Сестра. Сестра отца. Она здесь есть? Здесь нет. Нет? Нет. Красота. Ну, талант освежил. Передайте привет большой. Замечательно, очень красиво. Да, волнение было поначалу, потому что это вот такое ответственное мероприятие, мы долго к нему готовились, очень тщательно, основательно. Но когда Михаил Владимирович подошел к стенду, уже было как-то свободнее, спокойнее. Он как себе очень хорошо располагает. Мы рассказали о нашей фирме, как она становилась, как зарождалась, как развивалась. Его очень удивили наши украшения. Очень понравились, что они такие этнические, несут свои корни якутские наши из глубоких традиций. Читу Заболотских даже пригласили пообщаться с главой правительства в узком кругу, где глава семейства смог поднять важный для всех предпринимателей вопрос. Малый и средний бизнес сдает очень целый ворох бумаг отчетности. Для этого требуется очень много сил, и мы хотели вас попросить рассмотреть вот это предложение, чтобы уменьшить, либо вообще полностью отменить отчетность. Ну, разные есть виды бизнеса, и в зависимости от, соответственно, видов экономической деятельности, конечно, меняется по-разному требования к отчетности. В частности, сейчас для того, чтобы вообще не было отчетности, вводится экспериментальный режим, автоматизированная система, упрощенная система налогообложения для маленьких предприятий, у которых количество работников не превышает 5 человек. И тогда фактически не будет никакой отчетности. Самое главное, не будет налоговой декларации. Форум стал площадкой для обсуждения самых серьезных тем и проблем, с которыми сталкивается сегодня малый и средний бизнес, особенно в пандемию. На главной деловой площадке обсуждали как раз меры поддержки для предпринимателей. В числе основных спикеров глава Якутии Айсен Николаев. По мнению российских экспертов, опыт нашей республики можно смело применять на всю страну. Например, субсидии по цифровизации бизнеса и уменьшение административного давления. На начало 2020 года, на 1 января, в республике Саха-Якутия было 87 тысяч человек, которые работали в предприятиях малого и среднего бизнеса. В этом сейчас, на 1 января 2022 года, у нас уже 117 тысяч человек, которые работают в этой сфере. То есть за 2 года, несмотря на пандемию, несмотря на все проблемы, 30 тысяч человек пришли в малый бизнес. Это очень большое достижение. Конечно, для нас одна из главных сейчас задач – помочь людям
бизнес этот дальше развивать, конечно, оправдать их доверие и дальнейшие меры и государственной поддержки, и муниципальной поддержки оказывать для того, чтобы бизнес пошел. Организаторы форума в этом году именно на примере двух регионов – Якутии и Рязанской области – решили показать всей стране, что предпринимательством можно без страха заниматься, причем приобщать к этому всю семью. Максим Кардозо, Джур Березкин. День за днем, Москва. И к другим темам. В Якутии ведется работа по проектированию трассы от города Ленска в Якутии в сторону Иркутской области. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время прямого эфира в социальных сетях. По предварительным данным, дорога будет проходить через Пеледуй и Витим. Айсен Николаев отметил, что по поручению президента России правительство страны должно рассмотреть и принять меры для обеспечения к 2030 году круглогодичного проезда по федеральным автодорогам Вилюй, Лена и Колыма. Глава региона добавил, что также идет обсуждение обоснования инвестиций по строительству мостового перехода через реку Алдан на федеральной дороге Колыма. Напомним, что на днях главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на мост через Вилюй в районе Верхневилюйска. Проектом предусмотрено строительство мостового перехода длиной 1600 метров и участка дороги протяженностью почти 23 километра. 2022 год является юбилейным годом, отмечается столетие Якутской АССР. По плану Новый год для управления архитектурой и градостроительства при главе Якутии и Центра компетенций по вопросам городской среды «Лето» начался с проведения очередного семинара для главных архитекторов городов и муниципальных районов республики. Программа семинара, приуроченного к юбилею республики, была направлена в первую очередь на переосмысление роли главных архитекторов. Старт масштабной реновации дальневосточных городов, поддержанный президентом страны, требует сегодня другого уровня компетенций от структур, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства. Во многом от уровня кадров в сфере архитекторов будет зависеть уровень развития Якутии. Стратегия развития республики, столица республики Саха-Якутия сегодня требует новых абсолютно компетенций, нового уровня нас, архитекторов. Вот. Поэтому мы, собравшись, обсудили проблемы и разработали проект предложений в адрес, который будем направлять и правительство Республики Саха-Якутия совместно с Кириллом Евгеньевичем Бычковым в адрес главы республики о том, что сегодня нужно пересматривать роль главных архитекторов, повышать полномочия, повышать статус главных архитекторов, давать им определенные полномочия, разграничивать полномочия. И о спорте. Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году могут пройти в столице республики. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира. С очень большой вероятностью игры пройдут в Якутске в 2024 году. Буквально перед Новым годом межведомственная комиссия собиралась, чтобы разрешить Якутску выставить свою кандидатуру на проведение соревнований. Мы все документы отправили в оргкомитет. Международный комитет в эти дни оформляет окончательное решение. Надеемся, что решение будет принято на следующей неделе, сказал глава. Напомню, международные игры «Дети Азии» проходят под патронатом Олимпийского комитета России, Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте до 16 лет. Игры впервые организовали в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Ближайшие соревнования пройдут во Владивостоке летом этого года. Тем временем российские фигуристы выиграли 4 золотые медали из 4 на чемпионате Европы, завершившемся на ледовой арене Тандираба в Таллине. Также в активе сборной 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Россияне на втором европейском первенстве подряд победили во всех дисциплинах. Победителями стали одиночники Камила Валиева, Марк Кондратюк, действующие чемпионы мира Виктория Синицына и Никита Коцалапов, авторы мировых рекордов Анастасия Мишина и Александр Галямов. И в завершении выпуска на погоде. Завтра, 17 января, в столице республики преимущественно без осадков. Ночью и утром туман, ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью минус 40-42 градуса. Днем завтра минус 35-37. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Не забывайте носить маски в общественных местах. До встречи в эфире.